привезла. Смотри, что я тебе привезла. Радостный смех Алимы не сравним ни с чем. Еще год назад девочка с двумя младшими братьями находилась в Сирии. Они пережили суровые испытания, но самое страшное для детей теперь позади. Обстрелы, лагеря беженцев и голод. Алима в этом году пошла в 1 класс, нашла друзей и получила первые оценки. Двойки есть? Покажи мне, двойки есть у тебя? Нет, у нее все пятерки, она умница. Вот пятерки. Но это все мы не видим, мы с тобой это не видим. Детский омбудсмен Зарема Чехкиева с момента приезда девочки на родину успела стать для нее лучшей подругой. К Новому году они будут готовиться вместе. А на Новый год что ты бы оденешь? Кем ты у нас на Новом году будешь? Не знаю. Зайчик? А? Зайчик с пузой будет. Или Снегурочкой будешь? Снегурочкой. Снегурочкой? Давай я тебе красивый костюм привезу. Да. Давай? Все? Тем временем братья Алимы в садике изучают книжки с яркими картинками, играют в докторов. Смышленные, умные, любознательные мальчики быстро нашли здесь своих друзей. Ясиру всего 5 лет, самому младшему Альбаре 4 годика. Ясир, к примеру, уже определился с будущей профессией. Я вчера что ходил там в садик. А вот брат Ясира, Альбара, очень скромный и стеснительный. Есть телепузик. Он говорит, да. Он говорит, да? Ты вместо него отвечаешь, да? Давай. Но это из-за камер, говорят воспитатели. На самом деле они гиперактивные, хотя вначале было не так. Вначале были, конечно, сложности, а потом они адаптировались. Очень активные дети, привыкли, любят играться много, отвечают на вопросы, любознательные, смышленые, умные дети. На их глазах погибли родители. В палаточном лагере, где они жили, почти не было еды и воды. А что такое конфеты, они узнали, похоже, только когда их забрала бабушка. Больше года она вместе с супругом делала все возможное, чтобы привезти родных домой. Дедушка их не ездил за ними, чтобы их вывести на границу Сирии. Но не получилось. Не получилось их вывести оттуда. После этого погиб и сам мой супруг, и сын погиб, и сноха погибла. С каждым разом искать детей в Сирии все сложнее. Их стригут, перекрашивают, меняют имена. Сотрудники аппарата российского уполномоченного по делам ребенка проводят ДНК-экспертизы, ведут непростые переговоры с курдами, которые контролируют лагерь, чтобы доказать, эти дети граждане России. Когда в начале этого года, наконец, родственники добились возвращения домой, радости не было предела. Обещайте им адресу благотворительного фонду. Отдельные участки. Уполномоченная по правам ребенка при главе Ингушетии пытается всячески поддержать семью. Они находятся у нее на контроле. Определили в садик, в школу. То, что семья ютится в маленьком двухкомнатном доме в Карабулаке, только одна из проблем. На данный момент у бабушки нет никакого дохода, кроме этих опекунских. Это где-то 14 тысяч. На 14 тысяч 3 детей, конечно, на ноги поставить у нее не получится. Для того, чтобы она получала эти деньги, пособие по потере кормиться, ей необходима справка о том, что родители погибли в Сирии. Но эту справку, естественно, ни нам, ни МИДу России, никто нам, естественно, не даст. Поэтому через наше МВД мы пытаемся сделать все возможное, чтобы изначально они были в розыске, и основываясь на эту справку, что родители были в розыске, уже через суд сделаем все возможное, чтобы бабушка получала эти пособия. Шанс на новую жизнь есть и у других. Из сирийского лагеря беженцев Аль-Холь на родину в России удалось вывести 31 ребенка. Накануне спецборд приземлился на аэродроме Чкаловский. Всего в работе 60 проб ДНК. Это значит, еще 60 детей в ближайшее время могут оказаться на родной земле. Я точно одно могу сказать. Мы будем работать до последнего ребенка. До последнего ребенка, которого мы разыщем на этих территориях. Самому младшему пассажиру нет и 2, но ни о каком нормальном детстве в этой их прошлой жизни не было и речи. Голод, нечеловеческие условия, теперь все будет по-другому. Дети сейчас на карантине в одной из московских больниц. И совсем скоро они, наконец, встретятся со своими родными и близкими. Известно, что среди них есть дети и из 3 ингушских семей.
После паузы, которую пришлось взять из-за ограничений по коронавирусу, это уже третий такой борт. Но даже во время перерыва работы не прекращались. Оформлялись документы. Сейчас в Сирии, как сообщил уполномоченный по правам ребенка, ведутся переговоры о следующем рейсе. Зелимхан Калоев, Магомед Белакиев, Новости 24.